все такое. Год машины какой? 15-й год. Что как получилось сегодня? Просто заводили с утра, и она перестала по передачам, да? Или как? Давай, давай. Ага. Сейчас загоним, там посмотрим. 24 октября. Короче, сломалась? Ага. А, Я вот с торгового центра Самара еле-еле до дома. ну она маленько едет, да, короче? До 30 километров. На электротяге, скорее всего, когда, да? Когда переходит на мотор, уже не едет, да, нормально? Это у него, скорее всего, подшипник, скорее всего, четных передач уже пошел. Сейчас посмотрим. Машину загоним, видно будет. Все, освободил гараж. Сейчас машинка своим ходом маленечко едет. Сейчас она поедет у нас. Че, заводится? Все, давай в гараж загоняй потихоньку. По чуть-чуть катится. Ну, видать, подшипник не дает. Сейчас будем парковать сюда на долгий ремонт. Это у нас гараж под долгий ремонт, поэтому давай, 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 давай. Вот так нормально. Оставляй. Замечательно. Утеплялся, не утеплялся. Сейчас, значит, смотрите. Вот это как... Так, вот я это сейчас... они не закрутили. Ну. Вот это. И вот эти, трубки короче, не поставили, да? Да, не поставили, короче. Сейчас, короче, смотри, я сейчас открою с воздухан, также сниму и посмотрим в бачках жидкость твою. Ну и броню надо будет, скорее всего, снять, посмотреть, бежит что-нибудь там или не бежит. Может быть, там уже подсыкивает. Но если в бачков ушла сейчас жидкость тормозная. И вот болты же я сам закрутил. И они вообще не закрутили. Но, другие нашел, да, уже? Да. Не родные. Протирал, и что-то болтается, а потом смотрю, нифига себе. Ну, это ничего страшного, но эстетика должна быть, конечно. Все должно быть закреплено. Все И вот здесь одну гайку они тоже не закрутили, а вдруг колесо что? Ну, колеса Ну, вообще ну. всегда надо протягивать. Ага. Ну ладно, открутим, сейчас посмотрим. Так, ну вот, в общем, сняли воздуховод, смотрим. Скрываю при тебе бачки актуаторов, смотрим, жидкость ушла, не ушла. Вот здесь что-то ее не хватает, малеха. Неполный бачок. Ну и здесь что-то так. Ну, вроде бы как он герметичный подшипник. Не, я им говорил то, что менять вот этот, Но. вот эту всю жидкость. Они даже, эти ребята, не знали то, что тут DOT 4 заливается. Ну, DOT 4 сюда заливается. Вообще не знаю. И бачки надо было помыть. Да, Они прям на грязную, Да, видать, да. залили. Все понятно. В общем, ладно. Ну, что хорошо, пока вижу, что картина вроде бы как подшипник. Ну хорошо, что при мне не залили, а то бы вообще не залили бы. Подшипник вроде бы как будто бы герметичный. То есть Да. надо посмотреть сейчас будет. Я сейчас задомкрачу машину, броню снимем, посмотрим, есть ли там лужа. Если там чуть подсыкивание есть какое-то, или жидкость бежала, значит посмотрим. Смотрим, что у нас здесь есть. Ну, картина такая, что побежала все-таки тормозная жидкость. Запах тормозной жидкости это. Но он у тебя не просто тормозная жидкость, у тебя еще и сальник бежит. Да, вот это масло
Масло коренного двигателя. Да, ну, Да, перемешку. а как оно? Легко, всегда так бывает. От перегрева. М, Когда идет перегрев, большие температуры, у них сальники с годами дубеют. А когда он ловит момент перегрева, у него он еще больше как бы, ну, выходит из строя вообще. То есть от перегрева коробить его начинает, и уже идет жидкость. Поэтому А так. почему это не сработало вот это как? 150, 4. 154. Ну, это небольшой так-то пробег, конечно, но у нас были случаи, когда выжимной приезжал уже на 90 тысяч километров. Просто, видать, либо сыграла роль то, что, может, жаранул ты ее когда-то. Гоняешь? Нормально гоняешь? Не, тихо. Тихо ездишь? Ну, тихо. Ну вот, вот эту вот картонку ложить тоже нельзя, потому что она дает лишний нагрев в коробке. Может быть, перегрелась децл. Но все равно же зимой же... Может быть, у тебя сальники уже сифонили. И сальники, когда сифонят, они грязь создают. Этот подшипник внутри, Ну, он я никак не понял, да. защищенный, понимаешь? И он всю грязь в себя там, она летит. Грязь, пыль вместе с мазутой. Все набивается вот в этот подшипник. Вот, сейчас тебе его покажу. Ну да, их надо вовремя обслужить, смазать, и тогда нормально. А если у него что-то закусывает, то уже надо менять. Обычно у него менять надо вот этот подшипник. Наружный. Ну, это подшипник холостого хода называется. Вот это два подшипника. Вот этот подшипник. И вот этот подшипник. Это у него эти четные, нечетные передачи. Еще два подшипника получается. Так, ребята, продолжая контент. В общем, такой вот Honda Shuttle к нам приехал на ремонт. Вот. В общем, побежал у него выжимной подшипник. Из колокола потекла тормозная жидкость. Вот. Сейчас буду потихонечку его разбирать. И смотреть, что там произошло, в общем-то. Ну все, разбираем шаттл с Максом сегодня. Шаровые, говорит. Мертвые. Вот, ну да, они мертвые вообще. Линки целые вроде, я вчера смотрел. Линки целые. Что еще? Колодки убитые. Колодки надо менять. И сальник порванный. Вот с этой стороны на приводе. Вот он привод, да, ты? Сальник надо... Ну, не сальник, а этот. Пыльник надо менять, да. Вот он порванный. И с него гонит вот эту вот всю тему. В общем, надо его обслуживать. Тоже привод. Смазку поменять. И этот пыльник. Ну, можно пыльник, в принципе, поставить не преновый, вот этот, который просто не снимая гранату, просто поменять пыльник, да. Они продаются, надо только пыльник неопреновый, и все. Немножко похвалю клиента. Двигатель чистый у человека. Машину свою видно, что он любит очень сильно. Ну и, в принципе, старается обслуживать. Вот, надо шаровые поменять. Мы ему сказали, он поехал, купил без проблем. Меняйте, ребята, говорит, все по ходовому, сразу все нормально делать. Вот. Так что молодец клиент. А то есть такие, ой, давай оставь мне эти шары. Ну куда оставь? Вот. Она уже не. Она уже все. Денег не у всех, конечно, бывает. У некоторых на шаровую денег не хватает. Вот. Ну, как-то так. А так вот, двигатель, главное, чистый. Все чистенько. Подкрылочки чистенько, все везде. Никакой грязи нету. Никакими беням, видать, не ездит особым, да? Машина. Пробег нормальный у него, в принципе. Так что вот такой шатлет сделаем с Максом. Поедет он у нас сегодня. Масло, Макс говорит, очень много перелили. 4 литра почти. Потому что с приводов потекло масло. Вон оно. Он только привод вытащил, и масло побежало. По идее, так не должно быть. У нас ни на одной машине такое. И, короче, что у него бежит с маховика? С маховика, да. Ну, этот, ты имеешь в виду Ну, с маховика, с коробки. сальник коренной. Коренного вала. Да, Да, с движка. сальник, да, с двигателя, да. И вот здесь, братан, смотри,
Вот тут здесь болт идет, потом второй болт, снизу третий болт. И с той стороны тоже 3 болта. Ну, я понял, ага. 6 болтов. Ну, в общем, сейчас скоро будем скидывать коробку и посмотрим уже, что будем. Пришлем видео, что со сцеплением. В общем, прогноз неутешительный. Открыли мы коробку. Видим, что здесь Там мокро, здесь мокро. развалился подшипник. С двух сторон мокро. Да, подшипник развалился. Здесь тоже все он закидало маслом. Вот. И запах Феррадо жестко горело. Надо диски будет смотреть. Но вот этот диск я смотрю, вроде не сильно пострадал. А тот не вижу я, второй. Надо смотреть. В общем, достанем сейчас, посмотрим все. Что сейчас гадать. Но уже вижу, что подшипник уже сломанный. Да. Она герметичная, ебать, еще каким-то образом. Но Интересно. нифига не герметично. Вот это вот тормозухой пахнет. И, видать, подцикивает он, но не сильно. Поэтому, ну, короче, посмотрим. Будем дальше смотреть. Пока рано говорить что-то. Снимем подшипник, будет видно. Достали. Что тут? А, ну вон сальник. Я вижу, что хана ему. Сальнику пизда. Здесь сухо, так по сути. Угу. Но все равно подшипник-то развалился нахуй. На. Где-то. Сейчас выбьем, да посмотрим. Она буксовала коробка. Ну хорошо, что он не сильно много проехал на ней. Еще. Может еще диски спасем. Диски нормально должны. Диски толстые, нет? Давай посмотрим. Чуть-чуть хотя бы. На первый взгляд. Ну вот этот нормальный вроде. Блять. А вот тут что-то вообще пиздец. Дальний, смотри какой. Поезженный, да? Что-то хуй поймешь, короче. Не... Давай снимем, короче, посмотрим. А, хуя он хуярил. Тоже бежал, да? Жестко прям хуярил. Тоже повело. Понятно. Все, Макс поменял сальник, вот так вот все поставили. Тоже свежий сальник. Коробку отмыл. Вот. Там уже маховик снял, да? Нет еще. С той стороны тоже будем сейчас сальник менять. Вообще. Вот Макс вскрыл. Маховик снял, говорит, жестко тоже тек. Смотри, с первичного вала вот сюда течет. Ага. А маховик вот сюда вот. Вот его шня. Ну да, да. Оттуда течет. И вот здесь вот все мокрое вот. Короче, хана ему, да, тоже бежал. Ну, сразу понятно, если вот с этого окна течет, значит этот сальник. Ну, может быть, даже причиной-то он и послужил выхода из строя именно этого подшипника. То, что давануло сальник в коробке, ой, в этом в двигателе, да, получается. Не, в И коробке. оно текло туда. Ну, давануло из-за того, что, может, они дохуя масла налили или что? В двигатель? Не, в коробку. Ну, может быть и так, а может быть и то, что я говорю, отсюда масло тоже Ну, подтекало. здесь, мне кажется, просто уже износ его Ну, скорее всего, да. У них у всех болезнь же, у всех Хонд. Сальники эти вообще. Чуть побежал, значит надо менять. Есть такое. Все, Макс поменял, да? Все. Да. Короче, подшипник разлетелся. В итоге вот он, мы его достали. Вот он. Выбили все. Вот такая вот здесь история. Да, муфти хана. Она разгерметизировалась. Сальник покоробило. В общем, вот такие дела. Короче, как бы мы не хотели, подшипник сплавился.
Муфта вон сплавилась. Вот покажи вот эти кусочки. Вот они. Вот эти, подковырни их, пластиковые. Вот они. Это куски муфты расплавленные. Все, хана ему, короче. Так что ловить с него нечего. Манжеты пиздатые. Это мусор конкретный. Все. Так. В общем, подшипник под замену по-любому. Корзина. Тоже такая хуевая. Не, нормально она Средняя. должна походить, но она средняя. Но она походит. Корзину. Еще можно сказать, что она еще живая. Но она пострадала. Шлифовала, видать, нормально. Поэтому вот тот диск, который вот тот диск. Вот тот тонковатый. Вот этот тот нормальный. Ну, должна походить, попробуем. Да? Говорить за... А что он шлифовал? Потому что манжета уже нету, понимаешь? Ну понятно. Ну подгорело. Запах же был, подгорело. Как подгорело? Ну все, в общем, такие вот дела со сцеплением. Сцепления, можно сказать, нету. Холодно вообще. Все будет отлично. Я думаю, да. Короче, ставим наш последний подшипос. Это у нас последний был подшипник, который у нас был на оригинальной основе. Пластина у него оригинальная. Вот наклеечка была у него раньше. Наклейку такую только делают на оригиналах. Пластина это настоящая. Так, подшипник основания оригинал. Вот этот подшипник оригинал. Этот у нас Китай. Новый Китай. Мы сюда восстанавливали, когда этот подшипник, мы сделали его. Все, этот подшипник у нас будет бегать. Он у нас смазан. И мы его будем ставить в данную корзину. Все. Будет здесь жить. Давай, Максим, забивай. И тишина. Вообще тихий. Вообще тишина. Хороший будет, ага. Хороший будет. Вообще тихий. На. Прям шик-шик-шик. Даже диски это ничего. На Они, китайцев. может, не достают просто уже. Китайский холостой. Главное, чтобы у нас сцепление увидел. На. Ну да. На калибровках. Но Базара нет. Тут все чистенько у нас уже. Сальники поменены. Все хорошо. Все, сейчас Макс будет собирать все. Шаровые поменяем. Шаровых хозяин купил. 3 пятерки. Вот такие вот. Еще привезет пыльник на гранату. Тоже он у нас это самое порванный. Будем менять. И поменяем ему тормозные накладки. Да, сразу новые поставим. Все. какие-то, блядь, все равно странные какие-то. Диск брейк, пац. Не знаю, китайцы какие-то походу. Да, как начнут они у меня пыль хуярить. Ну, не знаю. Попробуем, конечно, надо. Ну, так-то на китайском или на японском все написано. Что за марка? Хрен Я, знает. блядь, в Тамаре покупал, нахуй, у него, знаешь, как шерсть, черная хуйня, как пыль. А, ебаная, идет. ну крошка от него идет. Да, потом все летет черное, нахуй, все черное. Ну, может, нормальный, хрен его знает. Я такую фирму не встречал. Все, собрали мы все. Корзинку ставим, все новенькое. Новенькое, чистенькое. Корзину старую оставили. Вроде походит она. Ебать. Тишина? Да вообще пиздец. Подозрительно. Жесткая тишина. Че, новый подшипник стоит. Хоть и китайский, но новый. Нормально будет ходить он. Опорник, ничего страшного, походит. Так, надо направлять сейчас. Все, закручиваем коробку. Чуть-чуть выровняй.
Все? Качай. Пошел, родимый. Все. А, с той стороны села же на место, да? Все на месте. Четенько. Так, прессуем шаровую. Так. Сейчас заскочит. Во, ушла. Да, села. Че, хорошо сидит? Нормально. Так, Макс поменял шаровую, уже новую поставил. Вот, все, запрессовали. Видео сколько слилось? Ебать, тут больше 5, тут больше 4, наверное. 4 литра точно есть. Масло красное. Ну, чистая. Угу. Ну, не чистое уже, но красное. Чуть больше 4 литров слилось. Это вообще до хера. Ну, понятно. Чё? Не полную канистру захуярили. Все, Макс обслужил привод. Пыльник поменял. Все хорошо. Сейчас все собирает. Да, Будем пробовать, да? Подрамник сейчас. Ну. Шаровые поменял, все новенькие. Все, пыльнички, все целенькое теперь, все хорошо. Здесь тоже пыльничек, все целенько. Хорошо залетел, да, этот пыльник? Ну так, с трудом. Тоже с трудом. Но получше он, да? Ну да. Чем китайский. Ну. Короче, Макс поменял колодки. Вот, уже. Толщина вот такая была, сейчас вот такие жирные будут стоять. Нормально все. Вот. Здесь все хорошо вроде. Тут уже зашплинтовал. Вон. Да, там все собрано. Все зашплинтовал, вот, все видно. Все хорошо. Сейчас та сторона осталась. На колеса будешь ставить, да? Да. Масло слили. Сейчас масло зальем потом свежие. Дроссель почистим. И все. Будем заводить тачку, пробовать сегодня. Вот момент истины. Собрали машину. Залили масло туда. Вот хозяин масла свое привозил. 2 литра залили. 1,8 где-то. Вошло 1,8. Все, Макс все хомутики, все закрутил, все фишечки, все болтики. Все четенько, короче. Все нормально. Будем пробовать сейчас запускать машину. Пройдем калибровки. Масло черное в этом шаттле. Масло, по идее, в двигателе менять надо. Жестко черное. Но это мы уже с клиентом потом поговорим. Ладно, добро. Подшипник у нас откалибровался с первого раза. Вот. Характеристику зажимного усилия прошли. Вот, успешно. Вот. Теперь будем смотреть синхронизацию. Сейчас будем первый запуск делать. Так, тачку запустили. Сейчас прогреется. Все значки, ни одной ошибочки нету. Все хорошо. Вот так вот все должно быть. Без всяких ошибок. Шума нету никакого лишнего вообще. Че, Макс, вообще шума нету, да? Вообще шума никакого нету. Идеально все. Но ничего не подсыкивает, не бежит? Сухо все. Но
В общем, запустили мы шаттла. Пробег 154 тысячи километров. 154 232. Все. Выполнили ремонт, замену подшипника. Подшипник у нас обслуженный уже. Вот. Сальники поменяли. 2 штуки. Заменили колодки передние. Заменили 2 шаровые опоры. Заменили... Что еще заменили? Пыльник на приводе мы тоже поменяли. Так что все нормально. Ставьте лайк. Все, тачку обслужили. Подшипник откалибровался у нас с первого раза. Заменили на нем подшипник. Уже поставили обслуженный. Оригинал. Вот. На китайском холостом ходу. Никакого шума нету, лишнего, ничего нету, все работает изумительно. Вот. Заменили также передние колодки, заменили 2 шаровые, заменили пыльник на приводе, один был порванный у него. 2 сальника поменяли, первичного вала и этого коренного. В общем, будет все это дело у нас ходить, бегать. Сейчас откалибруем его в динамике и будем отдавать клиенту. Ну что, поеду прокачусь на шаттлице. Поедем прокатимся. Посмотрим, как едет машина. Включил режим калибровок. Поехали, посмотрим, как едет тачка. Даже со старта я чувствую, что едет вообще хорошо. Как раз сейчас пока никого нету на дороге, хорошо калибровать, когда никто не мешается. Так, 4-я. Прошли. На 4-й прошли. Ну, как хорошо разгоняется, шустренько. 5-я. 5-я. Все, прошли калибровки все. Четенько. Ходовка вообще ничего не брякает. Все хорошо работает. Немножко в руль подтягивает. Надо будет развал схождения выставлять ему. Вот так, в принципе, нареканий нету вообще никаких. С полпинка откалибровалась вообще. Так. Вот и прошли все калибровочки. Сейчас мое место локации здесь. Здесь прохожу все. Здесь стоянка удобная очень. Сейчас заменим масло в двигателе и будем отпускать автомобильчик. Думаю, клиент будет рад ездить на нормальном подшипнике, на нормальном масле, на нормальных шаровых. Все, заряд получает у нас, все хорошо. Сейчас посмотрим. Калибруем ротор электромотора. Оп, статус зелененький загорелся, хорошо.
Все, переключились мы на ЕВ. Все, пошла зарядочка у нас. Все хорошо. По факту тачку отремонтировали. Все. Все у нас отлично в конце. Если пошел заряд на батарейку, это уже хорошо. Тачка едет без каких-либо проблем. Вот на электротяге, вот на ЕВ. Хоп, двигатель переключился. Все хорошо. Ну-ка, как разгоняется. Ну, вообще плавненько, хорошо едет вообще. Ну, вообще нормально, по кайфу. Ну все, сейчас масло поменяем. Все на это. Сит-белтを着用してください。 На японском там говорит. Вообще даже вот прохожу сейчас вот эти ямки, вообще ничего не брякает. Тест-драйв пройден. Сейчас будем в этот гараж заезжать на замену масла. Нас уже открывает. Так. Заезжаем на замену масла в двигателе. Ручник надо всегда ставить, ножник. Все. Отлично. Да, едет хорошо. Все плавненько, никаких пинков. Шаровые, ничего не стучит, не брякает, нигде вообще ничего. То есть вообще нормально. То есть да, все в порядке. Расчетная температура муфты у него 78. Оба. Ну почти 69, там где-то 78, почти одинаково. Вот, в общем, все хорошо. Меняем масло в двигателе сейчас и отдаем клиенту. Мы сейчас прокатились на машине. Он, Макс, говорит, все сухенько, да? Да, Ну вот я даже отлично. покажу, что все сухо. Отлично, нигде что не нижнее окно, Ага. что верхнее там окно есть, тоже сухое. Масло чернющее, да? Вообще пиздец. Он говорит, масло в двигателе на этом шаттле. Вот. Максом ставит нитовский фильтр. Вот такое масло Molegrin наш. Отличное. Масло наш поставщик возит с Японии, поэтому масло это хорошее. Я сам накладные читаю, вижу, откуда везут это масло, растамаживается, все. То есть реально, даже лицензию могу в принципе взять, то есть распечатанную. Проблем с этим нет. Поэтому уже льем. Поэтому масло и запах хороший у него, и цвет не как растительного масла, а вот эта премка нормальная. Она чуть-чуть темноватая такая, идет на ПАО. Она идет на ПАО технологии, делается, создается по ПАО технологии, не как уже гидрокрекинг. Поэтому такое масло оно будет ходить дольше, у него срок эксплуатации дольше, и для наших якутских морозов ПАО лучше будет, чем гидрокрекинг. Поэтому я неспроста подошел к этому маслу. Если честно, я бы любое другое, может быть, масло какое-то начал возить и что-то такое, но просто мне понравилось качество и все. Я не как бы его не то чтобы не впариваю, ничего такого нет.
Это масло просто мне понравилось по душе. Вот и все. Как начал лить, я увидел разницу. Увидел разницу, как работают мотора. Реально достойное масло. Да, его бывает подделывают. Вот. Но, тем не менее, как бы, если покупать его у надежных источников, как делаю я, то вообще проблем нет. А тут получается как, я, имея свой сервис, я плохое масло не хочу покупать вообще. То есть я могу сейчас взять какое-нибудь дешевое масло, мне будет, во-первых, дешевле его покупать и впаривать дороже, я буду на нем больше зарабатывать на каком-нибудь дерьме. Но вот это масло, оно реально дорогущее, я его покупаю в этом самом Хабаровске, в Владивостоке, и оно очень дорогое. Ну, считается, я в плане того, что оно не очень дорогое, но оно дороже, чем какие-либо дешевые масла. Вот. Есть российские масла, есть какие-нибудь корейские масла, они стоят намного дешевше. Но, в принципе, как бы, это масло, оно середнячок по цене. Есть дорогущие масла, типа Ликвимоли, вот, какие-нибудь европейские масла, типа Равинол. Оно уже тоже стоит около 9 канистра почти что. Ну, я не вижу смысла его заливать. Я не вижу смысла лить в эти машины хондовское масло. Не вижу смысла уже заливать туда эдемицу, потому что эдемицу масло качество не то чтобы испортилось, просто очень много подделок на рынке. И если оно хорошее масло, то оно есть на рынке. Но, то есть эдемицу само по себе масло очень хорошее. Молигрин, по сути, это егошний, как сказать-то, ну, дитя, можно сказать, эдемицу, потому что от эдемицу пошло очень много масел. То же самое хондовские масла. Honda никогда не создавала свои масла. Она просто лепит свои коробки, этикетки, заливает туда, грубо говоря, эдемицу и все, и продают под брендом своим. Только эдемицу чуть дешевле, а уже хондовское раскрученное масло стоит дороже. Поэтому по маслам я могу так сказать, что в принципе надо лить что-то среднее, просто найти свое, найти, где его брать, именно качественное, и просто лить в одном месте покупать. Заливать желательно в машины в эти одинаковое масло. Не надо менять его как перчатки. 5000 проехал, залил, а дай-ка я попробую какой-нибудь залить, не знаю, там, Лукойла. А что-то мне не понравился Лукойл, давайте-ка я попробую залить туда какой-нибудь, я не знаю, Мобил. Или там тот же самый Эдемицу. Не надо так делать, надо приучить машину к одному маслу. Она имеет тоже привычку. Двигатель автомобиля привыкает к какому-то одному маслу и ездит на нем. То есть вот как-то так, в общем-то, в принципе. Мы выбрали Молигрин. Что еще хотел сказать? Но? Все думают, то, что мы корзины, колокол, все это типа тряпочкой протираем. Но? Нихуя, тряпочкой он не протирается у нас. Но? У нас уходит целый баллон нахуй. Вот такой баллон у нас уходит. Вот такой баллон нахуй. Ну, у нас в любом случае уходит. Да. Ну, Макс Мы правильно на это говорит. деньги тратим, ебаные, не просто так. Да, вот этот я же не беру Это его в не счет. пи- В счет мы его не вписываем. Это Мы не его 200 рублей вписываем стоит, все не это. 300 нахуй. Конечно. То есть мы хорошие расходные материалы делаем. Чтобы хорошо, качественно сделать работу, нужна очень хорошая качественная химия. А ты же тряпочкой это не протрешь. Да, поэтому, ну, карбики можно купить какие-нибудь не очень дорогие, но вот этот очень хороший. Тритон мне очень понравился. Он, во-первых, мощный. Вот это еще дороже и хорошее. Вот это вообще вещь классная. Это тоже, кстати, Молигрин. Мой поставщик мне поставляет вот эту вещь. Очень хорошая вещь. Мы ей все моем. Вот. Она безопасная, хорошая химоза. Так что вот так вот немножко экскурса вам. Хейтеры там пишут всякую херню в ютубе. Типа там, вот вы там то-то, то-то, сальник, да, неправильно поставили. Да вы придурки. Я не знаю, как вас называть еще. Ни одна машина еще не заехала сюда с капающим сальником, да? То есть все, что мы поменяли, все бегает нормально. Все текло, нахуй, уехало, ничего Не течет, да. А тут еще какие-то сказки, нахуй. Вот, меняем масло. Сейчас фильтрик подберем. Вот такой вот. C809.
Нитовский, японский. Вот эти хорошие фильтра мне очень нравятся. Качественные. Не какой-то там дешманский, там, когда ставишь какой-нибудь, я не знаю. Дешевые есть фильтра? Не очень. Но вот когда вот такой вот японский ставишь, как-то у него и резьба закручивается хорошо, и резиночка уплотнительная, ничего не, потом не побежит, все четенько. Это в руке даже лежит такой фильтр хорошо. Вот. Так что японские фильтра надо ставить. Чуть подороже они, но зато качественные. На. Все, хозяин приехал. Ну все, отдаем машину клиенту. Пробег 154 233. Зарядка, видите, идет, да? Сейчас прогреем. Масло свежее залили. Моли Грин. Тачка прикольная. У нее отделка комбинированная. Вот что мне нравится. Я мало где такие видел. Здесь вот, здесь под дерево прикольно, вот этот цвет хороший. Отдельный климат-контроль, подогрев Ага. сидений. Радар есть. Да, что еще? Ну, в принципе, все. Так, как у всех все остальное. Сейчас откроем. И этот, на ручник всегда ставьте, да? Этот, на ножник всегда ставите. Ага. Ага. На Хонде только так надо ездить. Но зимой можете иногда пренебрегать, когда это сильно холодно, может прилипнуть. Не, я вот когда в гараж заезжаю, поэтому в гараж. Ну все, туда до хуторка прокатимся. О, брат приехал, да? Да, брат, жену тоже волнуется. Ну, ничего, нормально все. Печку можно поставить чуть-чуть. Вон там пикает. Что-то мнение свои скажете, что изменилось? Немножко подтягивай, да? Да, как бы уже не то, что раньше. Ну, сбилась Нормально. маленько. Ага. Ну, этот, на развал схождения потом съездить. Не, вообще вот скорость как бы набирает уже лучше, чем Было. было, да. Ну, чем то, что перед. Но она сейчас откалиброванная нормально. То есть все, у нее дроссель обученный как надо, на ноле. Все, она сейчас. Зато тормоз еще лучше держит. Ну правильно, колодки-то новые. Одни-то мне эти долбоёбы говорили. Ай, нормально, нормально. Какое нормально, там 3 миллиметра даже не было. Я даже не успел там посмотреть, они уже колесо одели. Понятно. Вот, набирает, бывает такие люди. Ну, Не, когда я покупал, она вообще, японским бензином вообще. четко ехала, да? Четко ехала. Она. Без этого, до Хабаровска. Ага. Потом, бля, как заправились. Как Якутии заехали, да? Че у нас бензин, бля, с мазутом, что ли, нахуй? Да говно, ага, бензин. Присадка голем. Сейчас какой, 95-й заливаете? Да, постоянно, 95-м. На Сахатрансе, наверное, да? Да, Ну, бывает, когда вот один-два раза это, как Туймада нефть. Ну-ну. Ну, и то редко, когда вот нету дороги. Ну-ну. Когда нету. Сибойл вообще, короче, обходите, Не, да? нахуй. Ну. Я даже на буран, бля, себе, на снегоход не бывает. Буран иностранный? Да. Дороже, чем эта машина стоит. Ну да. Ляма. Скандик, да? Нет? Не,
Артикат. Артикат. Это чей такой? Какой-то... Американец. Ага. Ну, это как бы совместно японская была. А. Потом сейчас американцы только. Ну, Да. тоже так часть дорого. Хер найдешь еще, да? Ну, ну, а чисто для вот, по городу где-то 10-20. Мгм. Так, там у меня в угодье, ну, это, российский, советский. Советский. Хорошие бураны были, ага. Много у кого они сейчас. Ну, сейчас они тоже начали чуть усиливать там. Ну их же по сей день выпускают, да? По-моему. А? Бураны эти по сей день выпускают, пытаются. Да, да. Ага. Там двигатель меняют, по-моему, там канадский, Ага. канадский роток ставят, китайский гланчин ставят. На. Ну, да, ощущение вообще обороту вперед сразу. И плавно, да, она Да, набирает плавно. скорость, но... Потому что калибрована она сразу видно. Ну да, главное, берегите подшипник теперь этот, все. То есть вовремя калибровку проходите, не жиганьте там постоянно прям. Ну иногда можно, иногда можно. Я вообще Ну, так ну. тихо. Не так уж. Не рвать там с перекрестка, еще что-то. И главное этот ручник. Это вы шестерень первичного вала будете себе сохранять. Потому что он тут как в коробке, как в УАЗиках. Откат когда дает, Ну, суммарный люфт образуется у него туда-сюда, туда-сюда, и он постоянно разбивается. Когда он сильно разобьется, он начинает выдавать там ликвидность первой передачи, короче. Ну, ошибки. где у нас есть? Дальше чуть-чуть еще. Сейчас я скажу где. Еще. Не, еще. Чуть-чуть еще дальше. Тут тоже еще. Проезжаем немножко. Это проезжаем. Проезжаем, да. И вот следующий. Вот этот. Тут же мимо проехали. Тут да, так. Вот надпись, видишь, Сахаспецтранс. На нее Я сколько-то раз я проезжал вот мимо. Ну, очень. не заехали, короче, да? Ну. А нас где узнали? В группе? Где? В Ютубе. В Ютубе? Вот брат подсказал. Ну. А так бы я вообще вот искал, звонил всем. Они все нахуй. Боятся. Боятся. Даже вот, где мотор, масло меняешь, да? Там тоже боятся. Потому что мотор-то чистый. Ну. Там сами же видели. Ну да. Если что, я претензии скажу, так они вообще ухуеют. Все. В общем-то. Ну все, в общем. У Макс машина. Вот Макса машина тоже. Такая же. На блатных аккордах, на японских хондах, пацаны с района, короли страны. Мы все так же просто на своей движухе, а когда в лакостах, все равно скромны. На блатных аккордах, на японских хондах, пацаны с района, короли страны. Мы все так же просто на своей движухе, а когда в лакостах, все равно скромны. На районе Кейдж, пацан на Фоксе, лупит сиси Кейдж, мастера по боксу с правыми момент, но они не правы, ими правит мент, правда не по праву. Левый, правый берег, между нами Волга, соберемся вместе больше толку. Не затек блатуем, не туда газуем, за Симбирск, ребята, я подам бразуру. Блин, пацаны, чё-то не пойму. Чё с часами такое? Зато радо. Говорил тебе, бери луч или полет. На блатных аккордах, на японских хондах,